Открывает итоговую коллегию зампредседателя правительства региона Тимур Фатахов. В первую очередь он поблагодарил Ингуш-Автодор от правительства республики за проделанную работу. Это уже второй год подряд, когда госуправление досрочно закрывает нацпроекты. Фатахов также добавил, что в 2020-м даже удалось получить дополнительное финансирование и успешно его освоить. Можно сказать, что полностью выполнен план по дорожному фонду, то есть все объекты строительства, реконструкции и капитального ремонта были выполнены на 100%. Отдельно хотелось бы, конечно, отметить то, что в соответствии с указанием главы Республики Ингушетия была построена социально значимая дорога в поселении Вижарья-Юрт. Мы все прекрасно понимаем, какое значение имеет эта дорога для населения. Несмотря на сложную ПИТ-обстановку с прошлого года, Ингуш-Автодор активно продолжает строительство дорожных полотен. Их приоритетное направление – это улучшение уже существующих дорог, которые не отвечают требованиям. Так, в 2021-м госуправление ввели в использование 6 дорожных объектов, среди них и Малгобек-Инарки, трасса Кавказ-Нестеровская, Алкун-Таргим-Чми и Назрань-Терек-Далаково. В настоящее время в связи с проведенной в 2020 году инвентаризацией автомобильных дорог в оперативном управлении ГУ «Ингуш-Автодор» находятся автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения общей протяженностью 980,4 километра. Из них с асфальтобетонным покрытием 578 километров. За счет средств Дорожного фонда республики и субсидий из федерального бюджета за прошедший год в рамках дорожной программы завершены объекты реконструкции, капитального ремонта и ремонта автодорог общей протяженностью 68,2 километра. За 2 года в общем Ингуш-Автодор провел работы на 19 объектах. Также дополнительно реализованы на 50% 3 автодороги из предусмотренных в этом году. Попали в тройку лучших регионов по исполнению этого указа. Дальше, за счет ускоренных темпов работы, нам в прошлом году предложили выполнить часть объемов работ 2021 года. В прошлом году мы уже выполнили мероприятия этого года почти на 50%. Что говорит о том, что в этом году мы будем выполнять работы 2022-2023 года. Мы идем с опережением графика производства работ. В завершении коллегии вице-премьер озвучил важное решение, которое коснулось госуправления. В подведах у автодорог появилась ГУП «Корея управления». Знаем, какие проблемы были у этого предприятия, но уже в 2020 году, то есть менее чем за 1 год, благодаря грамотному кураторству Главного управления автомобильных дорог, этот ГУП стал прибыльным, разобрался со всеми своими финансовыми проблемами. Я надеюсь, что и в будущем, будем говорить так, полезность этого предприятия для республики будет расти. Говорили на коллегии не только о результатах. В 2021 году Ингуш-Автодор решили усилить технический надзор за ходом производства дорожных работ и применения новых дорожно-строительных материалов и технологий. В этом году в рамках дорожной программы планируют провести реконструкцию 6 объектов и капитальный ремонт 3 дорог. Большая часть соответствующих госконтрактов уже заключены. Работы будут начаты при наступлении благоприятных погодных условий. Хава Газикова, Асхаб Белакиев. Новости 24.